Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, который выходит каждую пятницу. Сегодня в студии отец Дмитрий, клирик Воскресенского кафедрального собора города Кызыла, диакон. Здравствуйте, отец Здравствуйте, Дмитрий. Татьяна Евгеньевна. В предварительном разговоре вы сказали, что завтра Православная Церковь отмечает большой праздник Успения Богородицы. Да. Расскажите о нем. Ну, вопреки светскому такому календарю, церковь празднует больше смерть, чем рождение, потому что смерть – это итог жизни человека, и насколько он потрудился, насколько он постарался для Бога и для спасения души, конечно, проявляется в том, как он закончил жизнь. Как вот завершение в документе мы ставим подпись, мы говорим: да, я согласен. Также и здесь, насколько он красиво закончил жизнь, насколько он достойно это сделал, насколько он много принес для других, для себя. Вот мы как раз отмечаем больше этот день. То есть мы с вами знаем, что и среди праздников, связанных с жизнью Господа, первый самый главный праздник – это Пасха. То есть это воскресение, но, в общем-то, это было связано с Его смертью. И вот только потом мы уже Рождество Христово празднуем. Также и здесь Успение Божией Матери, оно, может быть, даже и больше почитается, чем Рождество Богородицы. Может быть, потому что как раз это подведение итогов. И вот сейчас я как раз коснусь истории того, как именно ее провожали ее ученики, друзья Христа, ученики Христова, апостолы, как провожали туда, к Богу, на небеса. Потому что никто же там не был, пока жили на земле. Вот. И вот хотелось бы, конечно, вот этот вопрос затронуть. То есть получается, что Божья Матерь, она прожила человеческую жизнь. Да. Христос до 33 лет, Он тоже прожил человеческую жизнь и погиб на кресте, умер за наши грехи. Да, вот мы уже с вами касались этого вопроса, что почему именно Бог пришел на землю, зачем Он стал человеком. Об этом нельзя не сказать, потому что мы говорим о Его Матери, и возникает вопрос, а в какой степени Он Бог, в какой степени Он человек? И кто такая Богородица теперь, тогда, если она Матерь Бога? Вот. В связи с этим вопросом, конечно, возникало много споров, и даже появлялись идеи, которые отклоняли истину в сторону. То есть люди церковные, люди верующие, христиане, они даже колебались, они не могли понять, как правильно относиться, потому что появлялись учителя, которые Богородицу называли просто женщиной случайной, кто-то, может быть, даже обожествлял Богородицу. Вот. Но мы должны понимать, что Богородица – это девушка, которая изначально, с самого детства, выбрала для себя путь служения Богу, максимально чистый, максимально самоотверженный. То есть, в общем-то, она захотела все свои силы и время посвятить Богу. И здесь уже на земле жить как на небе. Вот. И, естественно, конечно же, и вопрос семьи, он стал на второе место. То есть для любой девушки тогда, живущей в Израиле, в израильском народе, было естественно желать выйти замуж. Потому что каждый человек ждал, что именно в его семье, от него или от его жены родится Спаситель. Вот они ждали. То есть все евреи хотели быть родителями Спасителя. Богородица понимала, что больше всего человек может Богу угодить, если он от сердца будет Ему служить, то есть жить в чистоте, в святости, больше молиться, больше думать о Нем. И таким образом человек может себя обезопасить от злых мыслей, от того, что эти мысли вырастут в какие-то злые желания, в действия. И Богородица выбрала вот этот максимально самоотреченный путь. Вот. Сейчас мы называем этот путь монашество. От слова «один», «моно». Вот, когда человек даже не создает семью для того, чтобы максимально силы отдать служению Богу. Но Бог так устроил, как часто это бывает, Бог устроил такой парадокс. Он именно от девушки, которая не желала создать семью, не желала, в общем-то, даже радоваться как мать, вот, у нее не было такой цели, вот, потому что служение Богу выше всех служений земных. Он решил сделать ей огромный подарок и ее возвеличить. То есть он решил от нее родиться и стать ее сыном. Здесь мы видим смирение самого Господа, потому что
Представьте, Бог, который сотворил мир, вдруг становится младенцем, который лежит на руках девушки. Вот обычной мамы, можно так сказать, да? Обычного человека. Да, человека чистого, человека возвышенного внутренне, молящегося, желающего Богу всю жизнь свою отдать, но человека. Вот. И вот здесь показывается смирение. Но и вместе со смирением Иисуса Христа, с смирением самого Бога, мы видим вот внутреннюю красоту и величие самой Божией Матери. И очень часто в храмах, на иконостасах мы можем увидеть, что, например, Христос даже может изображаться на нижнем уровне икон, а Богородица на высоком уровне, понимаете? То есть церковь иногда выделяет тех, кто в человеческом понимании не столь величественны, он их выделяет, она выделяет церковь, да? Вот. А тот, кто естественным образом, Христос, Бог, который, понятно, что это Вседержитель, Творец, Судья, да, Всесильный Господь, Он смиряется, и поэтому оказывается к нам близко, становится человеком. И поэтому меняется даже как бы местами, видимо. Вот. Поэтому Богородица, она возвеличивается. И смотрите, в церкви у нас очень часто такие интересные выражения в отношении Божьей Матери. Пресвятая, пречистая, преблагословенная. Это такие обороты восточного такого диалекта, скажем, такого произношения. То есть преувеличенные формы. Вот. О Христе мы вроде так и не говорим, да, если так задуматься, мы не говорим. Мы говорим «Пресвятая Троица», что Бог, Он святее всех, Он самый святой, и Он чистый абсолютно. В отношении к людям, в отношении к ангелам Он бесспорно чище и совершеннее, без всякого измерения. Вот. А вот Богородица, вот почему-то вот ей очень много вот этих эпитетов добавляется, что она пресвятая. Все-таки она родила Христа. Родила Христа, да. И вот она родила Христа, и поэтому, конечно, ее вот так церковь возвеличивает и преподносит, и такие наименования ей усваивает. Но для того, чтобы, скажем так, опираться на какой-то текст древний, я бы хотел привести слова святых, и в частности, хотел бы вспомнить такие слова Дионисия Ареопагита, который говорил, что «я желал видеть Божию Матерь», и он жил в это время, и когда он явился к ней, он вошел в ее дом, и он, говорит, поразился ее чистоте, ее кротости, ее виду, такому смиренному. И говорит, если бы я не знал Бога и не верил бы, что Бог есть, увидев Божию Матерь, я бы, наверное, подумал, что это Бог. Вот. И вот слова, основанные на свидетельствах очевидцев, приводит Амвросий Медиаланский. Он говорит, что она была девой не только телом, но и душою, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногоречиво, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. У нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях, телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный. Такие интересные, характерные черты Божией Матери. И вот дальше он говорит, что она не стремилась к большому украшению себя. Вот. И поэтому мы часто сталкиваемся с таким антагонизмом. Человек, который хочет показать себя более добрым и вроде бы, может быть, более благоразумным, да, он и внешне хочет как-то себя так преподнести, да, у нас стремление себя всецело презентовать. А вот Божия Матерь, она сохраняла внешнюю скромность. Вот. И дальше есть портрет ее внешний, то есть как она выглядела. Одежда ее была скромна, вот, лицо ее было спокойно, вот, движения простые, да, говорится. Вот, и она в своих жестах, в своих движениях, она никого не могла оскорбить. Вот. Хотя мы сейчас видим, современный человек, наоборот, стремится быть более ярким, более экспрессивным и больше захватывать внимание окружающих. Да? А где похоронена Божья Матерь? Мы же говорим о человеческой жизни, о земной жизни. Это был земной человек. Да. Вот интересно, что Божья Матерь похоронена была в Гефсиманском саду. Там реально вот осталась плита, на которой она лежала. Вот. В этой пещере, где она была положена, сейчас есть подземные храмы,
Вот, и раньше там располагался даже монастырь, вот, в первые века после ее смерти. Но мы, конечно же, не можем ее тело увидеть, Божьей Матери, потому что здесь как раз я расскажу, что такое успение. То есть Божия Матерь с телом вошла на небеса. Это было связано с событием, когда ее известил архангел Гавриил о том, что она скоро умрет, и она решила попрощаться со своими ближайшими друзьями, а лучше сказать, как сыновьями, нареченными. Вот, потому что, когда Христос умирал на кресте, Он ее поручил своему ближайшему ученику Иоанну Богослову. Говорит: «Сыне, это твоя мать». А ей говорит: «Это твой сын». И с этого момента Иоанн Богослов взял ее к себе домой, как мать. То есть он, в общем-то, содержал ее. Она была у него, скажем, на попечении. Она жила вот много времени с ним. И потом, когда он отправился проповедовать в другие страны, она жила у его родителей. Вот так. То есть как родные отношения были, как близкие люди. Вот. И вот она знала многих апостолов и наверняка лично знала. И поэтому, когда она умирала, она попросила Господа устроить так, чтобы они смогли с ней попрощаться. И вот здесь, конечно, произошло чудо. Со всех уголков мира цивилизованного, где были апостолы, даже с Индии, где был апостол Фома, они были чудесным образом перенесены в горницу, в комнату, где она лежала, готовясь к смерти. Вот. И они явились, это было не только 12 апостолов Христовых, в том числе с Матфием вместо Иуды, предателя, вот. Но это были и 70 апостолов, которые тоже были Богом избраны. Вот. Она лично с каждым попрощалась, наставила их, вот. И они увидели открывшийся потолок в этой комнате, он осиялся светом, сошел Христос с множеством ангелов, святых, и Христос душу Богородицы принял к себе. И тогда перед ними оказалось только уже бездыханное тело Божией Матери. Вот. И они торжественно взяли ее постель и прошли к месту погребения, вот в эту пещеру, которую заранее уже уготовили для ее погребения. И это была очень торжественная процессия, и люди-завистники, которые не могли поверить в то, что такая почесть воздается вот такой вот женщине, для них мало знакомой, Марии, Божией Матери, они даже захотели устроить какие-то напасти, хотели как-то испортить вот это торжество, один человек хотел опрокинуть вот это ложе, где лежала Богородица, и Господь их защищал удивительным образом. Вот. Они пели, они радовались, потому что знали, что Бог принял ее к себе. Но вы сказали, что Бог принял ее к себе, она зашла туда с духом и телом. Да. А что же понесли? Да. Вот, Дело в том, что мы по времени немножко разграничиваем. Первые дни тело находилось в гробе, и спустя несколько дней апостол Фома, вот здесь я, можно сказать, оставил такую некоторую недосказанность, он, как и в первый раз, когда Христа не увидел воскресшим, он явился через несколько дней и захотел ее увидеть. И тогда они отправились к гробу и не нашли ее тело. Тело Божьей Матери исчезло, Господь ее забрал к себе. То есть они похоронили тело, но потом оно было взято на небеса. Поэтому от нее остались пелены, одежды. Мы с вами знаем, что покров Божией Матери празднуется. Что это такое? Это когда именно вот ее покрывало, которым она покрывалась по традиции, да, еврейской, каждая женщина покрывалась платком. Этот платок, он как святыня достался византийской принцессе Пульхерии. И она исцелилась от болезни. И как святыню хранили именно вот в Византии, хранили вот эту часть одежды Богородицы. И когда русские варвары напали на греков, вот именно вот этот покров Божией Матери распростерли на море, и все корабли, ну не все, а большинство кораблей, как бы сказать, были потоплены, и часть войска в страхе уплыло. И поэтому с этого момента покров Божией Матери празднуется, вот, скажем так, как некоторое заступничество Божией Матери через ее покров одежды. Но в России он, кстати, празднуется больше, чем в Греции. Вот это интересно. Спасибо, отец Дмитрий. Значит, завтра пройдут праздничные службы? Да,
конечно. Это и во всех православных церквях, которые есть на территории нашей республики. Да, это будет завершение поста Успения Божией Матери. Как мы знаем, перед великими праздниками, перед 4 великими праздниками у нас совершается пост. Успенский пост завершается. Вот, и строгий пост прекращается. Завтра будет большой праздник. И поэтому каждый человек может порадоваться и душой, и телом. Спасибо, отец Дмитрий. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУА-24. В студии был клирик Воскресенского кафедрального собора, диакон отец Дмитрий. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Всего Евгеньевна. доброго. Всего доброго.